По сценарию межведомственного тактического учения диверсионно-разведывательная группа спецслужб противника численностью до 8 человек, пытаясь незаконно покинуть территорию Абхазии, направляются в район морского порта города Сухум и вступают в боестолкновение с пограничными и таможенными нарядами КПП Сухум. В ходе столкновений погибает один сотрудник, троих захватывают в плен и удерживают в качестве заложников. Террористы также захватывают пришвартованный в порту корабль с дежурным членом экипажа на борту и пробуют завести морское судно, чтобы выйти в море. Однако из-за отсутствия экипажа это сделать не получается. В это время поступают сигналы в дежурные службы МВД, СГБ и других министерств и ведомств о стрельбе в порту. По команде руководства сотрудниками МВД с привлечением ГТК оперативно организовывается сцепление территории морпорта. По тревоге вызывают сотрудников оперативных и специальных подразделений СГБ. Оповещается пограничное управление ФСБ России в Абхазии. С террористами устанавливается связь. Основное требование – предоставить им возможность выйти на судне с заложниками и членами экипажа в нейтральные воды. После установления связи руководитель штаба дает команду о выдвижении к воротам. Выход из акватории на 2 военных катерах контролировали силы погрануправления ФСБ России. Продолжая учения, 2 пловца вынырнули из-под воды и точными выстрелами ликвидировали террористов на захваченном судне. Тем временем спецназ направился к кораблю на катере. В считанные минуты силовики обезвредили террористов и освободили заложников. Одновременно с моря сотрудники МЧС тушат пожар на освобожденном судне. А тем временем руководитель оперативного штаба с учетом имеющейся информации и характера действия диверсионно-разведывательной группы принимает решение на штурм. В ходе учений была нейтрализована условная диверсионная группа, захватившая заложников на территории морского порта. Учения проходили на воде и на суше. В них были задействованы бронетранспортер, катера, пожарная машина, карета скорой помощи. Совместные учения силовых структур Абхазии с ФСБ России направлены на противодействие терроризму и политическому экстремизму, говорит представитель Федеральной службы безопасности, наблюдавший за ходом учений. Сегодня были проведены учения антитеррористические ФОР-2022. Учения направлены на противодействие терроризму и политическому экстремизму. Мы видели четкое взаимодействие спецподразделений СГБ Абхазии и Федеральной службы безопасности. Наши подразделения готовы в любой момент дать отпор терроризму. По указанию министра внутренних дел Вальтера Бутба для участия в межведомственных тактических учениях была сформирована группа из числа личного состава СОБР МВД. Охрану правопорядка и обеспечение безопасности периметра зоны проведения учений осуществляли сотрудники МВД. Глава государства на итоговом построении поздравил участников учений с их успешным проведением. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с успешным проведением учений. Председатель СКБ Роберт Киут отметил, что в этом году уже проведены 2 подобных мероприятия. Участие сводной группы Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной безопасности, Федеральной службы безопасности. То есть такого рода совместные учения мы проводили, знаете, ранее. Решили сегодня провести на морском участке. Далее будем отрабатывать другие направления. В этом направлении мы должны совершенствовать, отлаживать взаимодействие. Это очень необходимо для обеспечения безопасности наших граждан. Аналогичные учения пройдут на участке авиасообщения на территории Сухумского международного аэропорта. Шазина Ханагуа, Нарсоу Цулугия, Абхазское телевидение.